Ничего личного, строго по работе, которая вызывает много вопросов. Хорошо, по уставу вы говорите, вот у вас форма. Законно ли носить в форме погонах звезды вам? Конечно. У меня приравнено к лейтенанту то, что у меня раньше было. Я понял. Чего вы улыбаетесь? Ответьте, да, нет? А это был вопрос? Я Это думал, и вы вопрос, разговариваете. До вас было выписано на 30 миллионов. Я о чем и говорю, что Нет, эффективности вы не так работы поняли, вашей нету. уважаемый Не депутат. перебивайте, подождите. Эффективности работы вашей нету. 30 миллионов было проработано до вас. Вы сейчас пришли, проработали активно в соцсетях, выкладываете о продуктивной вашей работе, но на самом деле ноль. Ну, 2 тогда не миллиона смотрите, всего. если не нравится в средства массовой информации. А как он отвечает? Мирлан Уважаемые Талабекович, депутаты. спокойно отвечайте. Ушундай Спокойно болмок беле. отвечайте, хорошо? Мирлан Гонышбекович, иногда своих сотрудников проводите этикет, вообще этикета нету, да? Вот стоит как это самое, в цирке. Отвечайте. Почему такая вот у вас слабая работа? Мирлан Талабекович, у меня убедительная просьба к вам. Ваше показательное, пренебрежительное отношение к депутатскому корпусу, к вашему руководству сейчас неприемлемо. Поэтому я прошу, чтобы вы держали себя в руках. Мы здесь не автолюбители, которых надо наказывать. Мы сюда пришли для того, чтобы разбираться в вопросах. Когда депутат задает вопрос, я прошу вас, отвечайте по существу. Конечно, Уважаемый каждый... депутат, можно я отвечу на ваш вопрос? Спасибо. Мирлан Талабекович, не перебивайте депутата. Нет, я не перебивайте. Хадай Кочкарыч. Каждый солдат мечтает стать генералом, да? А вы, приступив к работе с первых дней, уже вообразили себя генералом. Собрали у себя все стройкомпании и учите уму-разуму, как что себя вести. Это в ваших полномочиях? Насчет строительных компаний мы тогда собрали не для того, чтобы учить уму и разуму, а всем строительным компаниям, которые были выписаны соответствующие протоколы, многие не уплачивали. Мы их попросили, чтобы они своевременно оплатили свои протоколы, либо в последующем мы передаем это в ПССИ. Естественно, потом многие строительные компании оплатили свои штрафы. Вообще здесь вопрос стоит о легитимности муниципальной инспекции, уважаемые коллеги. Вот так, в соответствии со статьей 2 Закона Кыргызской Республики о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, проверка – это любая форма государственного контроля или надзора по соблюдению субъектами проверки законодательства Кыргызской Республики, регулирующего их деятельность. Исчерпывающий перечень государственных органов, уполномоченных проводить проверку субъекта предпринимательства, утвержден постановлением Жогорку Кенеша Республики от 14.12.23 года. То есть, перечень перечислять не буду. Органы местного самоуправления, включая мэрию города Бишкек, в указанный перечень не включены. А следовательно, полномочиями по проведению проверок субъектов предпринимательства в смысле закона о проверках не наделены. То есть мэрия, муниципальная инспекция не имеет права проверять их. Именно. Вы должны были с ответом, уже полная информация у вас должно было быть. Вы на отчет пришли, на сессию перед депутатами. Вы даже не знаете цифру, какой бюджет у вас, сколько тратится. А на сегодняшний день, вот вы говорите 131 штат, да? До этого сколько человек было? До этого у нас было в порядке 80 человек. То есть сейчас вы еще хотите до 150 увеличить, правильно, да? Нет, 131 нам сейчас вполне достаточно. И вообще, вот тоже вопрос в прокуратуре по легитимности начальника муниципальной инспекции. То есть он не с резерва его назначили исполняющим обязанностями. Это законно? Раз. Относительно назначения нами какая-либо проверка не проводилась. Если вы, говорю, соответствующее обращение напишите о законности назначения главы муниципальной службы, мы рассмотрим его. Уважаемые коллеги. И сообщим вам о результатах. Уважаемые коллеги, тоже, пожалуйста, давайте направим о законности назначения муниципальной инспекции, начальника муниципальной инспекции. Почему? Потому что солдата сразу генерал, я не могу понять, и поэтому работа не проводится, нету опыта.
нет опыта на сегодняшний день исполняющего обязанности. И работа вся муниципальной инспекции 2 миллиона за 3 месяца. Это Вы говорит не о том, так что поняли, неэффективность работы Можно ответить по цифрам? Не так понял. начальника муниципальной инспекции. Поэтому по оценке на сегодняшний день, вот сейчас он дает отчет, да, уважаемые коллеги, сейчас, да, я бы озвучил бы, что отчет муниципальной инспекции неудовлетворительный. Не то, что неудовлетворительный, единица ему. Түшүндүк, Не Казбек знает и Кочкорович. не понимает смысл этого всего. Уважаемый Түшүндүк. депутат, на личность не Милан- переходите, я прошу вас. Милан Не надо на Талабекович, личность переходить. Субадин Асан Вот я же Салтанов. говорю, на личность не надо. Сизге суроо берген жок. Микрофонду өчүрүп коюңуз. Урматтуу кесиптештер, өзү адам баласы төрөлгөндө кичинекей баланын тили апа, ата деп чыгат да. Анан бул кээ бир биздин кызматкерлердин тили штраф менен чыккан да. Төрөлгөндө элечи. Бул негизи башында айтылып калды, эми Мирлан мырза, мен сизди биринчи жолу көрүп атам ушул жерденчи. Анан жанагы кээ бир жазып аткан иштериңер туурадыр. Кээ бири чындыгында мен бир 80-90% мен жеке оюм ичинде туура эмесирээк жагы көбүрөөк да. Эмне үчүн айтып атам? Бул башаламан соода боюнча. Ошол жерде баягы жыргаганыман жылкычы болуп турмунбу дегендей болуп, баары тең соода кылып атат, туурабы? Силер ошолордун баарын тең алып барып алып, жүктөп товарын башаламан соода кылгандарды. Анын баарын тең соцсетке жарыялап, ошону көргөзүп аткан канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Ушуга жооп бериңизчи. По опубликованным вот видеоматериалам, я имею право и на русском, и на кыргызском. Спасибо огромное. По опубликованным средствам массовых информации по стихийной торговле у нас есть отдел пресс-службы, который, согласно закону о СМИ, имеет право выставлять это в средства массовой информации. Они также это согласуют с мэрией города Бишкек по опубликованным материалам. По закону о СМИ, согласно статье 177, они имеют право опубликовывать это, если есть какое-то нарушение. Если без нарушения, они не имеют права опубликовать. В последующем можно судиться. А бирок ошолордун баарын тең соцсетке жарыялаганын кажети барбы же жокпу? Бул биринчи суроо да. Урматтуу кесиптештер, кичине көңүл буруп коелачы. Болгон нерсенин баарын тең алып атасыңар, жыйнап атасыңар. Анын да тууган уругу бар, анын да катышы бар, куда сөөгү бар дегендейчи. Анын баарын тең болгон Кыргызстанга жарыялап атасыңар да. Бул биринчиден туура эмес деп ойлойм да. Үстүнө штрафын салып атасыңар, туурабы? Ал ошол өзүнүн айыбын тартып атат да. Айыбын тарткан ас келгенсе анын үстүнөн дагы өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып атасыңар да. Бул чындыгында адамдык касиетте дагы кичине туура эмесирээк болуп калат го. Анткени адамды кордогондун дагы кичине чеги болот да. Алиев өкүңөр эмне? Бул жалгыз эле Кыргызстанды өкүңөр эле билип башкарып калдыңар беле Бишкекти. Болгонун баарын тең соцсетке жарыялап, же өкүңөрдүн эмне ушул оюнчукпу? Адам баласын кордогончу. Ыйлап атат да тиги жердечи, кээ бир инфаркт болуп атат, кээ бир инсульт алып атат. Жөнөкөй нерсени айталычы мында, карапайым тил менен айталы да. Муну дагы кичине эске алыш керек да. Бул баягы сизге улуулук сөз да. Хорошо, мы учтем. Анан анын баары тең эле реклама боло бербейт. Анын баары тең эле жакшы жагына бара бербейт да. Жазып атсыңар, 9000 штраф жаздык деп атасыңар. 90.000 жазгыла мага демексенчи. Бирок ошонун да результаты болуш керек да, туурабы? Төлөгөнү бар, төлөбөгөнү жок. Ар кандай маселе бар да бул жердечи. Андан сырткары мына кээ бир жерлерге барып алып, сиздердин инспекторлор, иштеп аткан инспекторлор киргенде эле ушул штрафтан баштайт да. Кудай сактасын, мага келе элек, негизи да, айтып коюш керек да. Эми жиберет болушуңар керек буюрса. Ладно, не знаете, оказывается. Да, Дальше по давайте финансовым пойдем. этому я не все, вы просто Вы взял. обязаны знать, так как Хорошо. вы руководитель. За звание какая сумма заложена у вас? Надбавки имеете в виду? Да. У нас не Именно- наложено за звание. У нас не спецзвание. Нет, ну вы же звание носите, я же вот сам вижу. у Да, вас вот есть приравненное к милицию. звание. Нет, нет. То есть за звание у вас нету. Но вы
погоны носите, Ага, звание у вас есть, как вы и сами озвучили, да? да. То есть за это вы в бюджет Нет. деньги не берете? За это берется, за погоны берутся, конечно. Ну вот сколько? Какая сумма? Вы же только что сказали. Мансур Магомедович, там у них не звание, у них Там чины. у нас чины просто Это идут. немного Это чуть чуть-чуть. разное, вот я и говорю. Я вот и спрашиваю, согласно вашим ответам, уважаемые руководители инспекции, Уақыт қош беріп қалады Мақтажан Мақатовичке. вначале вы сами сказали, что вы имеете право носить звание. В моем понимании, сегодня законодательно это прописано, кто может носить звание, а кто не может носить звание, и кто может носить чины. Правильно? Да. Вы сегодня кем являетесь? Государственным Сотрудником. муниципальным служащим Муниципальным или же сотрудником служащим. правоохранительных органов? Сотрудник муниципальной службы. Вот. А на основании чего тогда вы звание носите? Со основания чинов, которые у нас приравнивается, сейчас всем у нас даются погоны. Оно и раньше было, и до меня. Не. Я Уважаемые в погоны коллеги, это не вводил, как пришел. Они и до меня работали, год-полтора у них были погоны. Вот, поэтому я думаю, здесь надо будет в соответствии с законом работать. Да, это и Уважаемый до меня Нурлан было. Урбекович, у меня к вам обращение, просьба будет в системе муниципалитета навести порядок именно в этой отрасли. Почему? Потому что, ну, вы же сейчас сами слышите, у нас есть сам порядок. Законодательно расписано, кто имеет право носить звание, какие виды званий есть. Есть перечень, кто может, и есть понятие, кто относится к закону о госгражданской службе и муниципальной службе. Правильно? Там четко определено, что в государственной гражданской муниципальной службе есть понятие чины. Я же вам ответил, что есть чины, но Поэтому не если звание. люди носят погоны и говорят, что они в звании, тогда надо будет в соответствии с законодательством им предусмотреть за звание, за чины. Это У нас отдельно. просто не приравнивается, да? Я всего лишь хотел бы попросить, чтобы порядок навели. Просто сиз бул жерде мына жетекчилердин баары маңдайыбызда отуруп мун чукпай отурушат. Булар дагы бизден көп нерсени суранышат. Бул жерди колдоп берип койгула, муну кылып берип койгула деп. Ана сиздин дайыңыздан мен азыр вообще бирөөнү да көрөйүн деген көзүм жок да. Сиз кылып аткан ишиңизге, айтып аткан сөзүңүзгө баарына буяктан зыяны тийип атат да. Анан кыргызча сүйлөбөйм, мен орусча сүйлөйм деп. Мен орусча жакшы билбейм, мен орус мектепте окуган эмесмин. Сиз мага кыргызча жооп берсеңиз болот. Анан өзүңүздүн дагы чындыгында билип атам, баягы органда келген кишилер, өзүм деле органдын кишисимен 40 жылдан бери жашап атам. Силер баягы көнүп калгансыңар, приказным тоном, аныңыздын мындай характер, андай бир эме бул жерге жарабайт. Биз эл менен болушубуз керек. Вот Жаныбек Асанбекович туура айтат. Эл менен жөнөкөй тилде, жөнөкөй мамиледе сүйлөшүбүз керек. Азыр элдин баары шаарда көрүп атасыңар. Бардыгы мындай бир сырыфта, нервный сырыфта туруп атабыз. Ошон үчүн бирибизди бирибиз түшүнөбүз. Мирлан Талайбекович, бир эле суроом бар. Сиздин ушул видеого тартып чыгарып аткандагыңыз, ушул ишиңиз канчалык түрдө эффективдүү экенин видеого тартканга чейинки, мисалы мурдагы жумуштагылар, анан кийинки сиз азыр чыгарып абдан активдүү социалдык тармакта биз көрүп билип жүрөбүз. Ошонун канчалык деңгээлде эффектиси бар экендигин Бишкек шаарына жана ишке, негизи эле элге канчалык пайдалуу экендигин айтып бересизби деп айтайын дегем. Ага, спасибо огромное. Кыргызча жооп берип койсоңуз абдан кубанычта болом. Ну, согласно закону, имеем право и на русском, и на кыргызском. Спасибо, я продолжу. Сиз урматтуу кесиптештер, жаш бала жандан бери курчтук кылып атат. Азыр эми бул суроолордун баардыгы баарыбызга эле түшүнүктүү болуп атат. Отчет дагы жакшы эмес экендиги, бала даяр эмес экендиги, анан өтө эле азыр көп убактыбызды дагы талап кылып атат. Отчетту кайра жакшылап даярданып келсин, этиканы үйрөнүп келсин деп эле жапсак кандай дейсиздер? Хорошо. Рахмат. Мурзат Темирболотовна, сунуш да, бул сунуш? Бул сунуш, менин сунушум жаш баланы кечке сындыра бербейли, бийик бололу.